الله أكبر الله. Следующий грех, 46-й грех, это ан-нияха. Ан-нияха. Что такое нияха? Это когда человек, в особенности женщины были, плакальщицы. То есть совершали грех такой нияха, рвали одежду на себе, волосы, кричали «О горе, о горе, о горе!» и плакали, издавая громкие звуки. То есть громко плакали. И это является запретным. То есть сам по себе плач разрешается и даже побуждается, если случилась такая беда. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидели, что он плачет, когда сподвижники увидели, что он плачет, и спросили его: «Ты разве нам не запрещал?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал в хадисе то, что он запрещал именно вот этот громкий плач, когда человек кричит, когда рвет одежду, когда вот такие действия совершает. А сам плач, он говорит, это милость, которую Аллах субхану ва тааля вкладывает в сердце человека. То есть, если ты не можешь заплакать, значит, ты лишен милосердия. Поэтому это побуждаемое качество. И поэтому не говорите своим сыновьям, что мужчина не плачет. Можете сказать, мужчина не плачет в этой ситуации. Абу Бакр был один из самых сильных, кто много плакал. Но он плакал на ночном намазе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводится также, из сподвижников приводится, что они плакали. Поэтому это является именно мягкостью сердца. И это побуждаемое качество. Это то, что надо воспитывать в себе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис приводится в сборнике Муслим: «Иснатан хума бин наси куфрон». Две вещи, которые являются качеством неверующих. Два качества или два действия, которые являются качеством неверия. То есть это не от имана, это от неверия идет, это от куфра идет. И поэтому мусульманин должен сторониться этого. Это не значит, что если он совершит эти действия, он станет кафиром или совершит куфр. Нет, это означает, что эти действия не должно исходить от мусульманина, так как эти действия исходят от неверующего. Ат-та'ну фин насаб — это когда один человек порицает другого человека из-за его родственников. То есть ты говорит, ты сын такого-то, а твоя мать такая-то была, а ваш род, например, все алкаши там. И вот так человека унижает через его род. Потому что напрямую не может унизить. И он унижать начинает этого человека через его родственников. И это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не качество верующего вот так унижать, а качество неверующих. И второй, ан-нияхату аляль маййит. Это громкий плач над мертвым, над умершим. Громкий плач над умершим. И в другом хадисе, тоже в Муслиме, приводится ан-наихату иза лям татуб. И такая женщина, или если мужчина такой, обычно это просто было среди женщин, это качество распространено. И, как я уже говорил, у нас в России даже появляться начали объявления, так как родственники друг друга не знают, начали появляться объявления, то, что это за такую-то сумму женщины придут и будут плакать за похоронной процессией. Вот это запрещено. И говорит, наихату иза лям татуб, если наиха, та, которая совершает вот этот грех, если она не покается, ульбисат дир'ан мина джарабин, ее тело, говорит, покроется как кольчуга чесоткой, говорит. Ее тело покроется чесоткой в виде кольчуги, говорит. То есть все тело покроется, не останется ни одного места и покроется полностью чесоткой.
васирбалян мин катиран яум аль-киямат. И также, говорит, ей оденется одежда из смолы. Дегтя или смола переводится катиран, для того, чтобы огонь еще сильнее горел. Для того, чтобы огонь еще сильнее горел, ее одежда покроется дегтем, или, как еще по-другому переводится, смола. Смола для усиления огня, для усиления огня. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейса минна», не является из нас, то есть из мусульман, то есть не является это качеством мусульман, ман дараб аль-худуд, кто ударяет себя по щекам при беде. То есть беда произошла, и он ударять начинает, головой ударяться об стену начинает, там, что я наделал, там, или почему он умер. Там, вот. Вашак аль-джуюб, и тот, который рвет на себе одежду, вадаа бид'а аль-джахилия, и который взывает зовом невежества, то есть начинает какие-то, может материться, может горе себе призывать: горе мне, да погиб бы лучше я, вот такие слова. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это не является качеством верующих, и поэтому мусульманин должен далеко быть от этих качеств. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инналь маййита ю'адзабу фи кабрихи бима ниха алейхи». Поистине умерший будет получать наказание в своей могиле по причине того, что плакали над ним. По причине того, что плакали над ним, то есть указание на то, что если было это распространено в его народе, и он не оставил наставления, чтобы не совершали такое действие, то он будет получать наказание. А в основе, если не было такого распространено, и его родственники будут такое совершать, то он не будет получать наказание. Это в том случае, если было распространено среди его родственников или в его народе такие действия. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бари ан-наби, саллаллаху алейхи вассалям, мина салика ва халика ва шакка. Приводится хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я не причастен». То есть это не является, опять же, качеством верующих. Ас-салика, та, которая кричит, если умер кто-то. Начинает кричать, орать, если кто-то умер. Аль-халика, та, которая бреет свою голову, если умер человек. То есть был такой обычай, что женщина сбривала себе голову, показывая свою потерю. Вашакка, и та, которая разрывает при горе свою одежду. И следующий грех, последний, который был упомянут, это ат-та'ну фил ансаб. Это 47-й грех, который имам аз-Захаби привел. И он привел тот же хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и он один хадис только привел: «Итhnатани хума биннаси куфрун». Два качества, которые являются качеством неверия. Ат-та'ну фил ансаб. Когда человек делает та'ан, порочит другого человека, наносит вред другому человеку словами по причине его рода. И это запрещено исламом. Как мы сказали, когда один человек порочит другого за то, что совершили его родственники, или хочет унизить этого человека посредством его рода, Или же, когда человек приписывает себя к такому роду, в котором он не состоит. Или же наоборот, когда человек отрицает отцовство свое, это когда есть явные доказательства. Или же говорит, что ты не сын такого-то, или ты не являешься из такого-то рода, хотя знает, что он является из такого-то рода. И поэтому сохранение рода – это одно из тех вещей, которые ислам взял на себя обязанность по защите,
И поэтому, если человек другого будет унижать посредством этого, то это является большим грехом. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله